Городской парк имени Валерия Хубулова пока еще живет своей обычной размеренной жизнью. Но уже через неделю эти аллеи станут эпицентром главных торжеств. Южная Осетия готовится отметить одну из самых главных дат в новейшей истории – День признания независимости. Республика ожидает колоссальный наплыв гостей. В столицу съедутся делегации из республик Северного Кавказа и других регионов России. О том, какими событиями будет наполнен этот праздничный день, нам рассказал исполняющий обязанности министра культуры Григорий Мамиев. 25 августа состоится масштабный фестиваль осетинского пива «Иромбагане». По предварительным прогнозам, он соберет рекордное количество участников и зрителей. Это будет конкурс. Наши отделы культуры районов и города представят пиво. Что там интересного, да? Вот, например, один из районов, пока не хочу говорить, предложил пиво из шиповника. Я, например, лично никогда не пробовал осетинское пиво из шиповника. То есть там разные сорта будут, не знаю, около 10 сортов. И это будет, я думаю, что интересно. Чтобы вместить всех желающих, территорию парка разделят на несколько огромных тематических зон. Здесь развернутся масштабные интерактивные площадки под открытым небом. На одних локациях лучшие пивовары республики прямо на глазах у публики будут делиться секретами приготовления традиционного национального напитка по старинным рецептам. Безусловно, у осетинского пива это такие корни из нардского эпоса, где впервые обозначается, что оттуда произошло пиво. Как это произошло, мы это прекрасно знаем. И с тех пор осетины на всех мероприятиях, на всех праздниках, на столах осетинское пиво всегда в почете, и даже старшие, младшие пьют наше вот осетинское пиво. Основной акцент праздничных мероприятий сделан на сохранении и демонстрацию богатого культурного наследия. На аллеях парка Хубулова развернутся выставки осетинских художников. Свои лучшие полотна представят как признанные мастера живописи, так и молодые таланты. Особое внимание Григорий Мамиев обратил на организацию этнографических зон. В парке откроются подворья ремесленников. Гости праздника смогут не только увидеть уникальные изделия ручной работы из кожи, дерева и металла, но и понаблюдать за процессом их создания. Секретами поделятся опытные мастера. Из Северной Осетии тоже приедут ремесленники, это кузнечное дело, войлоком будут заниматься, кожей, то есть прямо на месте будут работать, и такой некий мастер-класс получится, и это такая еще пропаганда национального такого вида искусства. Главным культурным событием дня и мощным финальным аккордом фестиваля станет грандиозный праздничный концерт. Прямо в сердце парка на огромной сцене организаторы объединят на одной площадке ярчайших звезд эстрады Южной Осетии и России. Программа обещает быть динамичной от аутентичного фольклора до современных хитов. А уникальные дуэты артистов двух стран подчеркнут неразрывную связь наших культур. Здесь поставим сцену, пройдет большой праздничный концерт, где выступать будут наши звезды, наши прекрасные вокалисты и, конечно, приглашенные артисты. Это Агата Кристи с лидером Самойлов, Алена Апина, которая, мы все ее прекрасно знаем и любим. Гости из Северного Кавказа будут, из Северной Осетии много певцов приедет. Но и на этом праздник не закончится. 26 августа, в День признания независимости, эпицентром праздничных мероприятий станет Театральная площадь. Именно здесь развернется еще один большой концерт в формате театральной постановки. Режиссером выступил северостинский режиссер и балетмейстер Валерий Суанов. Жителей и гостей республики ждет грандиозное шоу, мощный звук, световые спецэффекты и, конечно, выступления знаменитых российских звезд, которые приедут лично поздравить Южную Осетию с этой исторической датой. Имя главного хедлайнера вечера пока держится в секрете, чтобы сделать сюрприз. Но в Минкульте уверяют, это выступление никого не оставит равнодушным.
Это не просто концерт, такая театрализованная постановка, где будут участвовать не только наши артисты, да, а практически артисты всего Северного Кавказа. И, конечно, хедлайнер там звезда, как мы все говорим, да, и которого все ждут. Будет тоже такой сюрприз. Не раскрывается Пока нет, пока нет. Организаторы уверяют, эти мероприятия станут незабываемыми для каждого. Подготовка в Схимвале идет в круглосуточном режиме, ведь планка поднята высоко. Стелла Бязарова, Рауль Кочиев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.